Как бы там с юга все хорошо, потом раз у нас в Поронайске другой климат, и дальше опять с Леонидова начинается все хороший климат. Ага. Вот руководитель нашей экспедиции Георгий Дмитриевич Никонов. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, естественно, в нашем музее. Давайте присядем здесь, пообщаемся с вами. Хорошо. Многие вопросы задавать. Он как раз таки из местных коренных жителей нашего Поронайска, вообще Сахалина. Да, очень представитель, да, творческий. Он у нас и фотограф. В общем, да, он может вам интересно много рассказать и показать. Ну, я думаю, что можно будет, да, переплыть на тот берег. А зачем переплывать, там дорога? А, дорога? Да, конечно, туда на автомобиле можно доехать через мост. Это недалеко там. Я думаю, что лучше там землю, потому как это его мекка была. У нас есть... Вот это оленеводческое стадо после 20-х годов. Оно здесь осталось еще стадо. Потом его передали. Ну, скажем так, наше село, да, Тертюр, ну, это где-то в географическом плане, это, ближе за рекой реки Лена. Ну, это город виден сразу, например, с моего кольца. Центр Туймада Хоча, где вот обосновался город Якутск. И вот в 1634 году, там тоже историческое событие, там был построен острог. Они вот, когда казаки приплыли, они хотели сделать город на этом берегу, на нашем берегу. Да, он перешел на территорию Каракута. Да. А сейчас олени есть? Оленеводный. Поронайский нет. Поронайский нет. Раньше был оленеводческий сад. А Сисука это... Это вот как раз это Сисука, Сикука. В 1981 году, да, после тайфуна Филис, эти стада были уничтожены. Нет. Здесь вот вы проезжали Смирноховский район, поселок Буеклы. И Смирноховский район, вот когда Смирных вы проезжали, там река Орловка. Вот, скажем так, границы от Поронайска до вот этой реки Орловки, вот это все было, вот та восточная часть, где паслись олени. То есть они на зиму туда их перегоняли, а летом, вот когда шел отел, апрель месяц, их перегоняли сюда, ближе к морю. Почему? Потому что гнус не так удобно, да? И вот на реке Рукутама, вот там стояли у них, как это сказать, загоны, вот где телились, значит, и там молодняк был. Вот таким образом. Олени были, на реке Орловке были, очень было много оленей. Но это были 70-е годы, 80-е как бы уже стало все меньше и меньше. Почему? Потому что, к сожалению, оленеводство очень сложный процесс, и нужно соблюдать определенные правила. А когда начались вот эти советские колхозы, совхозы, да, ну, все было подчинено определенным каким-то нормам и правилам уже вот строя советского. И не понимали того, что выпас оленей, их содержание требует совершенно других моментов. Потом плановое все вот это хозяйство и так далее. Люди, которые были, ну, скажем, знающие,
в плане оленеводства, это уже поколение старшее, да, они уходили, а молодежь не хотел. Это же сложно, это очень трудно. Есть, это да. жизнь в лесу постоянно, потому Кочевать. что кочевать, переходить. Далее, вот я занималась вот именно этой работой, у меня она есть, и мы на Лопатинске в 2015 году я выступала, да, есть у меня эта работа, я искала по старым архивам, старых газетах, я находила небольшие вот вырезки из газет, фотографии у меня там единичные есть. И собирала вот как по крупицам, кто что знает. Но, к сожалению, сведений очень мало. И Буюклах, постсовет сгорел. И там сгорели вот эти бумаги, которые касались вот архива, да. В Смирноховском архиве ничего об оленеводческой вот это нет. И потом, это, конечно, со слов уже населения, в 1981 году, после вот наводнения Филлипс, который натворил здесь, у нас, значит, к сожалению, было очень сильное наводнение, и потом уже отстрел шел оленей. В заповеднике, то есть у нас здесь вот озеро Невское, рядом находится заповедник Поронайский, мы были там неоднократно, и вот единственный раз мы увидели северного оленя, вышел, да, единичная особь. Вот, удалось мне ее сфотографировать, но далековато она к озеру. Это был уже дикий, да, олень. Но вообще оленей очень мало. Очень мало. Еще это в Латасу, там конский этот стоит, да? Завод? Конеферма? Не-не-не, это просто это типа коновязь или Стоп. ага, столб или там бюст, что ли, коня стоит, потому что да, Юрий Васильевич, наверное, в курсе, там это вот Винокуров поставил или Сахалов. Я очень мало информирован, но к нам приезжал, когда я еще 2 раза в Вишневский Николай Васильевич, вы его, наверное, знаете. Он написал книгу вот «Отосу», да? Ага. Ну вот и он в 93-м году приезжал и в 2013 году приезжал 2 раза, встречался его родственниками. Винокуровых у нас очень много. Тут у нас сосуд для питья кумыса, кобыльего кумыса, наш национальный напиток, который обычно пьется в национальном празднике Исых 21-го. А у вас тоже вот так по кругу, да? Да. Передаю музею вот, землю Саратова Алласа Дмитрия Прокопьевича. Ой, простите, пожалуйста, да? Спасибо. Я вас тут... Мы дополним нашу экспозицию. Сосудом Еще раз. Нормально встаньте. Процедура передачи. Вот там вот А, давай. Торжественный момент. Села. Это наш национальный герой. Нашего Манчар, Василий Манчар. Да? Администрация муниципального Видите, как он? Я вот это слово искала. Ну как же там вы написали? Хорошо, интернет помогает. Так, это вам. Все, спасибо вам большое. Все. Отчитайтесь перед родственниками, что все сдали в музей. На 5 минут. Да, пойдемте. Ой, это сожаление. Варвара Николаевна. Она как замуж не вышла. Какая красота. Надо его наполнить алмазами. Да?
Ну, может, и видим, что Спасибо большое. Какая красота. Спасибо большое. Она должна быть в сборнике. наша экспедиция, вот у нас такая футболка. У нас есть вот этот сборник, мы можем только, ну так сказать, да? Марки водить. Примерим.